Все ковид-стационары республики работают в штатном режиме. Они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. В Гудаутском ковидном госпитале лечение проходит 82 человека. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента. В Тухарчалской ЦРБ 10, в ЦРБ Очимчиры 12, в Гагарской ЦРБ 19. Итого на 25 января 157 пациентов проходят стационарное лечение. При этом, как отметил министр здравоохранения Эдуард Бутва, роста поступлений тяжелых больных нет. Действительно, штамм есть, присутствует в республике как и дельта, так и омикрон. Мы уже об этом говорили. Этот штамм, как мы знаем, во всем мире он более имеет легкое течение. Вот, как мы видим на данный момент, именно на сегодняшний день, таких тяжелых поступлений в наши лечебные учреждения и роста тяжелых поступлений такого стремительного в наши лечебные учреждения не зафиксировано. По сводке вот было 15 поступлений, вчера 14, до этого было 18, 20 поступлений. Были дни, когда у нас было по 25, по 30 поступлений в наши ковидные лечебные учреждения тяжелых больных. На сегодняшний день цифра совершенно другая, и мы, как понимаем, и вирус совершенно другой штамм к нам пришел, поэтому и схема лечения, и тактика у нас сегодня, я думаю, акцент будет переноситься более на амбулаторное звено, на поликлиническое звено, вот, учитывая ту степень, как себя ведет вирус. На заседании оперативного штаба также говорилось о необходимости ограничения посещения гражданами лечебных учреждений, так как новый штамм коронавируса омикрон очень контагиозный. Но при этом, как отмечают специалисты, штамм характеризуется более мягким течением болезни. Также оперштабом было принято решение продлить время работы пунктов забора биоматериалов. Если ранее СЭС могло провести 300-500 исследований в день, то теперь эта цифра достигает 1500. Если часть пунктов, в которых осуществляли забор биологического материала, работали до 11, некоторые пункты до часу, то сегодня было принято решение, что в основных заборных пунктах будет осуществлен взятие биологического материала до 5 часов. Что касается основных ЛПУ, ковид-госпиталей, то, значит, в принципе, там осуществление биологического материала может производиться и круглые сутки. В основном до 5, но если какой-то будет экстренный пациент или будет какая-то внештатная ситуация, всегда будет возможность здесь и сейчас, как говорится, экстемпора это сделать. Участники брифинга сообщили, что менее приспособленные пункты вакцинации будут временно закрыты. Точная дата их закрытия пока не определена. Это зависит от эпидситуации. Все остальные пункты вакцинации будут снабжены экспресс-диагностикой, чтобы перед прививкой проверять граждан на наличие COVID-19. Почему мы это делаем? Сразу хочу сказать, что мы просто перераспределяем потоки, чтобы как бы не скапливались люди в определенном помещении. Да? Мы пункты вакцинации с отдельным входом, чтобы люди, которые целенаправленно пришли на вакцинацию или на ревакцинацию, уже не сталкивались с теми людьми, которые, допустим, в лечебное учреждение приходят, имея там, допустим, повышенную температуру и так далее. Мы с отдельного входа вот эти вот моменты мы тоже учли, учитывая контагиозность и учитывая распространение вируса, как это все во всем мире происходит, с какой скоростью он распространяется. Поэтому мы сегодня на оперативном штабе такие вопросы проговорили, даны мною поручения, а сегодня они все будут выполнены. Говоря о новом штамме коронавируса омикрон, специалист отмечает, что он распространяется в несколько раз быстрее и поэтому возрастает необходимость соблюдения ограничительных мер. При этом специалисты призывают не паниковать. Болезнь хоть и быстро передается, но проходит без осложнений. Алиса Мату отметила, что скоро выявлять омикрон смогут и в государственной лаборатории. По поводу омикрона рассчитываем на то, что в ближайшее время сможем его определять в нашей государственной лаборатории. Дело в том, что этот штамм относительно недавно стал циркулировать, как вам известно, и тест-систему под него в Российской Федерации была зарегистрирована совсем недавно, в январе этого года. Поэтому мы не имели возможности еще ее получить и работать на определение этого штамма. Те данные, на которые мы опирались, давая официальную информацию о том, что омикрон уже в Абхазии, это были данные частной лаборатории, которая вывозит биологический материал за пределы Абхазии. Любой житель нашей страны при первых симптомах коронавирусной инфекции может позвонить на горячую линию по номеру 0303. Дежурный оператор сориентирует, куда обратиться за помощью. Специалисты напоминают, что помимо коронавируса существуют и сезонные вирусы гриппа. Первичные симптомы дельта-вируса, как и омикрона, идентичны с симптомами сезонного гриппа. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом.
Но это абсолютно не дает повод для паники, потому что первые несколько дней в любом случае вам дадут повод и время для того, чтобы обратиться к специалисту. То есть категорически нельзя заниматься самолечением дома. Можно набрать 0303 и, соответственно, оператор сориентирует, куда вам обратиться. Участковые врачи работают в полном объеме, поэтому они берут уже вас на учет, и у них достаточно опыта и времени после повышения температуры, если такое будет, для того, чтобы разобраться, какой это штамм и что делать дальше. На заседании оперштаба также обсуждался вопрос снабжения ковидных стационаров кислородом. В настоящее время все хранилища заполнены. В Гудаутском ковид-госпитале 16 тонн кислорода. В СФТИ около 1000 баллонов с кислородом. Кроме того, кислород по графику доставляется из России. Медики вновь и вновь призывают жителей республики ограничиться от посещения массовых мероприятий, соблюдать масочный режим и делать вакцину, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. Алька Трапш, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.